О верующие, о рабы Аллаха! Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приводит в своей книге слова неверующих. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. И они говорят, когда же наступит обещанное, когда же явится судный день, если вы говорите правду. И дальше Всевышний Аллах приказал своему пророку: «Куль иннама аль-ильму инда Аллах, ва иннама ана надирум мубин». Скажи, поистине знание об этом у Аллаха, я всего лишь предостерегающий вестник и разъясняющий увещеватель. И никто из обитателей миров, ни люди, ни джинны и ни приближенные ангелы не знают времени наступления конца света, дня воскресения и великого суда. Великий и мудрый Аллах сохранил эти знания у себя, как об этом свидетельствует огромное количество аятов, хадисов. По поводу даты наступления судного дня неверующие часто задавали вопросы посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И часто эти вопросы были с издевкой. Но ответ был один, что знание об этом известно только Аллаху. Однако Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, оповестил через своего посланника о признаках наступления судного дня. Так в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. В другом хадисе посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: перед наступлением судного дня распространится риба, распространится ростовщичество. Также в другом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, говорил: некоторые люди из моей общины будут считать алкогольные напитки дозволенными и придумывать для них другие названия. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: клянусь тем, в чьей руке моя душа, конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, за что он убил, а убитый не будет знать, за что он убит. И такое ощущение, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этом не 13 веков назад, а будучи нашим современником, свидетелем происходящего в мире сегодня. Разве мы не видим, сколько сделок появилось, в которых содержится риба? Разве мы не видим, сколько предложений поступает под 0%, но при этом проталкиваются запретные услуги? Разве не алкогольные ряды в супермаркетах являются самыми обширными, с различными видами и названиями? Разве мы не видим, как убийца не знает, зачем он убивает, а убитый не знает, за что он убит, когда запускают десятки ракет и не знают, куда и в кого они попадут, и за что, почему гибнут люди? Разве не мы были свидетелями того землетрясения в Турции и в Сирии, где погибло 1000 людей? И каждый верующий задумается и спросит: почему в мире так много стихийных бедствий? Почему так много испытаний? Многочисленные землетрясения, наводнения, пожары, сходы ледников, ураганы, войны, убийства. И видя смерть и страдания огромного количества людей, человек задается вопросом: а как это связано с милостью Всевышнего Аллаха? Как это связано с милосердием? Почему нас постигает столько бедствий? За что гибнут сотни тысяч людей? И в этой связи прежде всего необходимо понимать, что эти стихийные бедствия, эти землетрясения
являются знамением Всевышнего Аллаха. И задача человека – размышлять над ними и делать соответствующие выводы в своей жизни, посылая землетрясения. Всевышний Аллах предостерегает свои творения, которые совершают грехи, которые отклоняются от Его законов. Природные катаклизмы напоминают нам о необходимости каяться перед Всевышним Аллахом, просить у Него прощения, совершать больше благих, богоугодных дел и держаться подальше от того, что запретил Всевышний Аллах и Его посланник. И Аллах, субханаху ва тааля, заключил свою мудрость и знание во всем. Он тот, который создает любые явления, в том числе для того, чтобы вселить в чувство своих рабов устрашение, чувство смирения, предупредить их об опасности ширка, об опасности злодеяний, нечестия, порока и пренебрежения Его законами, пренебрежение обязанностями, своими обязанностями является причиной появления таких катаклизмов. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вама нурсилу биль аяти илля тахвифа». Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Также Всевышний Аллах говорит в Коране: «Куль хуваль кадиру аля яб'ата алейкум адабан мин фаукикум, ау мин тахти арджуликум». Скажи, о пророк, Он, Аллах, может наслать на вас наказание сверху, как наводнение, камни с неба, как было со многими народами, или из-под ваших ног, как землетрясения и провалы, и облечь и обратить вас в разные враждующие партии, которые убивают друг друга, и дать вкушать одним из вас несправедливость, ярость других, то есть устраивать между вами войны. Унзур кейфа нусаррифу л-аяти ла'аллахум яфкахун. Посмотри, о пророк, как мы распределяем знамения, доказательства этим людям, чтобы они поняли и взяли для себя соответствующие наставления. И важно, чтобы каждый верующий и каждая верующая глубоко размышляли над мудростью ниспослания этих знамений в знак устрашения. Другими словами, они должны бояться, быть в трепете от той мысли, что наказание может коснуться их в любую минуту, в любую секунду, в любую ночь. Вот что говорит Катада, рахимахуллах, в толковании этого аята: «Вама нурсилу биль аяти илля тахвифа», что мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Поистине Аллах устрашает людей тем знамением, которым желает. Быть может, они извлекут урок или опомнятся, или вернутся. И нам упоминают о том, как-то в Куфе произошло землетрясение при жизни такого сподвижника Абдулла ибн Мас'уда. И тогда он сказал: «О люди, поистине ваш Господь порицает вас, так внимите же Его порицания». Ибн Абу Шейба в своем сборнике хадисов от Софии бинт Абу Убейд передает, что во время Умара, ради Аллаху анху, произошло землетрясение, так что затряслись постели. И это землетрясение застало Абдулла ибн Умара в то время, как он молился. И он не почувствовал его. То есть он молился так смиренно перед Всевышним Аллахом, что не знал, что во время намаза случилось землетрясение. И тогда Умар обратился к людям с речью, что если это повторится, то я вас покину. То есть Умар, ради Аллаху анху, побоялся того, что среди людей распространился порок, распространились грехи, и это может быть наказанием Всевышнего Аллаха. И приведенные высказывания праведных предшественников подчеркивают то, что основной причиной ниспослания знамений, катаклизмов является устрашение людей, чтобы они побоялись тех грехов, которые они совершают, чтобы они вернулись к своему Господу, ниспославшему эти знамения. Если же это не случится, тогда это признак мертвого и черствого сердца.
Всевышний Аллах говорит: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Мы уже отправляли посланникам к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда поражало наше наказание, они не становились таковыми? Они не становились смиренными. Их сердца ожесточались, и шайтан приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно. Так Всевышний Аллах говорит: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Мы подвергли их мучениям, но они не смирились перед своим Господом и не возмолились перед Ним. И передают, что Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху ан, услышав о затмении, сказал: мы, сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, считали знамения благодатью, а вы считаете их устрашением. И, возможно, кто-то прочитает, услышав это, задастся вопросом, почему он так сказал. И ответ разъясняет имам ат-Тахави. То есть мы считали их благодатью, поскольку мы испытывали страх перед знамениями, по их причине, вследствие чего наша вера и наши дела росли. И поэтому это приносило нам благодать и милость. Вы же считаете это устрашением. Вследствие этого не делаете ничего. Ваш иман не растет, ваши дела не растут. И это не оборачивается для вас благодатью. Это является устрашением и предупреждением для вас. Несмотря на то, что данные аяты указывают на очевидный смысл, к великому сожалению, человек порой читает или слышит, как говорят некоторые журналисты, ценители слова, СМИ, пренебрегают этой шариатской сутью. Они пытаются объяснить землетрясения, провалы, катаклизмы всего лишь природным явлением. Это грубейшая ошибка. Естественно, никто не отрицает, что землетрясение имеет определенные геологические причины, как и наводнения, также и ураганы, связанные с физическими причинами. Но основной вопрос все тот же: кто повелел земле содрогнуться или затрястись? Кто распорядился, чтобы уровень воды упал в определенной местности или подскочил? Кто направил ветра с такой огромной силой? Разве не Аллах? Разве тот, кто наслал все это, не желает от своих рабов, чтобы они проявили смирение, чтобы они уповали на Него? И по причине этого Он отвел от них эти великие знамения. Также с точки зрения языка, Всевышний Аллах использует в этом аяте частицу «илля», которая означает ограничение, ограничительным выделением из множества. Только, исключительно, единственно, только поэтому, что мы не спосылаем вам наши знамения исключительно для того, чтобы устрашить вас. Подобные обороты также встречаются в словах Всевышнего Аллаха: «Ла иляха илляллах». Нет никого достойного поклонения, кроме только Аллах. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Подытоживая первую часть нашей хутбы, можно сказать, что стихийные бедствия являются малыми признаками судного дня и напоминание о том, что судный день приближается.
Этим признаком также являлась и приход пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и его смерть, как пришло об этом во многочисленных хадисах. Также землетрясение является знамением Всевышнего Аллаха, чтобы устрашить своих рабов, чтобы они вернулись к Аллаху и проявили смирение перед Ним, чтобы сердца их не смягчились перед Словом Всевышнего Аллаха. Также в этом напоминание о том, что бедствие является либо наказанием за грехи и пороки, либо милостью для верующих. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорил, что мои последователи будут помилованы. В последней жизни они не будут призваны и войдут в рай без расчета и без наказания, ибо их наказанием будут убийства, землетрясения и искушения. В версии Абу Муса аль-Аш'ари говорится о том, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: мои последователи будут помилованы, то есть не будут наказаны. И в последней жизни войдут в рай без расчета и без наказания, но наказание постигнет их уже в этом мире. Это будут убийства, беспокойства и землетрясения. Также в этой связи мусульмане обязаны помочь своим братьям и сестрам в Турции и в Сирии, где пострадало тысячи людей. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил: аль-муслиму ахуль муслим. Мусульманин, брат мусульманину, не оставляет его в беде и не оставляет его без поддержки. И просим Всевышнего Аллаха сделать нас теми, кто прислушивается, внимает, черпает уроки из наставлений, из знамений Всевышнего Аллаха. И просим защиту Аллаха от черствости сердца, которая не дает человеку правильно понимать Аллаха и его посланника. И просим Всевышнего Аллаха простить умершим, его рабам в Турции, в Сирии и во всем мире, и облегчить положение живых. Ва ахиру да'вана анильхамдулиллахи раббил алямин ва акимуссалам. Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Халя ас-салах, халя ас-салам.